24 января средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,26 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,14 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 11,17 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,2697 до 10,28 сомони, 1 евро от 11,1714 до 11,32 сомони, 1 российский рубль от 0,1485 до 0,1515 сомони. Мировые цены на нефть во вторник утром слабо меняются, в то время как рынки ожидают публикации в среду статистики недельных запасов нефти в США. При этом фактор открытия Китая теряет свое значение. Цена на нефть марки Brent составляет $88.12 за баррель, марки ВТИ $81.66 за баррель. Цена на золото во вторник утром слабо поднимается, все дальше отходя от отметки в $1900 за тройскую унцию. В ожидании новых макроэкономических данных, таких как динамика ВВП в США, следует из биржевых котировок. Трансграничная инфраструктура Таджикистана играет важную роль в торговле энергоносителями между Центральной Азией и Юго-Восточной Азией. Об этом говорится в новом отчете Азиатского банка развития по энергетике. Авторы публикации отмечают, что, нацелившись на увеличение производства гидроэлектроэнергии, Таджикистан планирует увеличить свои экспортные возможности посредством энергосистемы Центральной Азии. Они подчеркивают, что Таджикистан получил финансовую помощь АБР для возобновления работы в рамках региональной системы. Таджикистан в 2018 году начал экспортировать электроэнергию в Узбекистан по линии 500 кВт в островном режиме, говорится в отчете. Также авторы публикации отмечают возможных поставок электроэнергии посредством предполагаемой межрегиональной линии газа 1000, которая в настоящее время строится и предполагает экспорт электричества из Таджикистана и Кыргызстана в Афганистан и Пакистан. В отчете подчеркивается, что неопределенная политическая ситуация в Афганистане затрудняет какие-либо прогнозы относительно срока завершения строительства ЛЭП газа 1000. В Таджикистане планируют снизить до минимума импорт некоторых видов строительных материалов за счет увеличения внутреннего производства. Как сообщили в профильных ведомствах промышленного сектора страны, увеличивается строительство зданий различного назначения, в том числе высотных жилых домов, социальных объектов. В этой связи возрастает спрос на строительные материалы, в частности декоративные камни, часть из которых доставляется из-за рубежа. По данным источника, только в 2021-2022 годах в страну были доставлены декоративные камни почти на $10 миллионов. В стране имеется огромный запас строительных камней, в том числе мрамора и гранита, на которые большой спрос как внутри страны, так и за ее пределами. В настоящее время ведутся работы по налаживанию добычи и переработки декоративных камней до конечного продукта, а также экспорта продукции. В частности, планируется построить крупное предприятие по производству строительных материалов из местного сырья, в том числе гипсового камня в Яванском районе. Если в январе 2022 года средняя розничная цена на лук в Душанбе была 2,5 сомони, то в этом году она составляет 7,5 сомони. Специалисты говорят, что цены может сбить только новый урожай, до получения которого еще 3 месяца. По данным агентства по статистике, в 2022 году в республике было выращено более 672 тысяч тонн лука, что на 6,6% меньше, чем в предыдущем году. Цена на лук поднималась в течение всего лета и осени 2022 года. Рост цен, по мнению специалистов, был связан с несколькими факторами и прежде всего с природными. По информации Минсельхоза, за первые 6 месяцев 2022 года доходы от продажи лука выросли по сравнению с прошлым годом на 36%. Если в 2021 сумма составила $4,7 миллиона, то в 2022 году уже $6,6 миллионов.
По мнению некоторых специалистов, сейчас выросла потребность в луке в странах, которые импортируют таджикскую продукцию в Казахстан и Россию. Во многих странах мира в 2022 году сильно упала урожайность лука. Например, в результате засухи это произошло в Пакистане, Европе, Ближнем Востоке. В итоге лук подорожал во всем мире, и некоторые страны начали запрещать вывоз этой продукции, чтобы стабилизировать цены на нее. В январе этого года Казахстан и Узбекистан ввели временные запреты на экспорт лука. Эксперты проекта Эстфруит прогнозируют, что оптовая цена на лук может достичь $1 за килограмм. Они привели ряд причин, по которым лук дорожает. Кроме засухи в Европе и наводнения в Пакистане, это также конфликт на Украине, которая являлась крупнейшим производителем лука в Европе. Еще одна причина – это аномальные морозы. Они повлияли на хранившиеся запасы лука на складах Таджикистана, часть которых просто погибла. Однако, по сведению Дихкан, морозы почти не повлияли на всходы лука, посаженного осенью. Национальные электроэнергетические компании Туркмении и Афганистана Туркменэнерго и ДА Афганистан Брешна Ширкат подписали в Ашхабаде соглашение, продлевающее на 2023 год контракт на поставки туркменской электроэнергии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства по делам воды и энергоснабжения Афганистана, сформированного радикальным движением «Талибан». Соглашение о поставках электроэнергии на 2023 год подписали генеральный директор ДАПС Аль-Хадж Мухаммад Ханиф Хамза и председатель Туркменэнерго, цитирует агентство заявление. При подписании соглашения присутствовал министр по делам воды и энергоснабжения Афганистана Абдул-Латиф Мансур. Объемы и стоимость поставляемой электроэнергии не приводятся. Туркмения в течение последних лет поставляет электроэнергию по льготным ценам в северные регионы Афганистана. Также поставки электроэнергии в страну осуществляют Таджикистан, Иран и Узбекистан. Таджикистан поставляет в период с мая по сентябрь, Узбекистан с октября по апрель. В начале нынешнего года обе страны продлили соглашение по поставкам электроэнергии в Афганистан на 2023 год.